Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melaporkan kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina. Rekamannya diunggah di akun Telegram @MAD Rusia pada Senin 3 Oktober 2022. Lebih dari 100 prajurit Ukraina dan 12 unit peralatan militer dihancurkan oleh serangan rudal di area konsentrasi Brigade Mekanis ke-92 dan ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina di arah Kupiansky dekat pemukiman Sinkovka dan Petropalovka di wilayah Kharkiv. Di arah Krasnolimansky sebagai akibat dari serangan udara oleh Angkatan Udara Rusia di wilayah pemukiman Yamplovka, Republik Rakyat Donetsk. Pada unit-unit Angkatan Bersenjata Ukraina, kerugian Ukraina berjumlah lebih dari 200 personel militer, 320 terluka, 10 tank dan 25 kendaraan tempur infanteri hancur. Sistem pertahanan udara menembak jatuh 8 kendaraan udara tak berawak Ukraina per hari di daerah pemukiman Olginka, Novopetikovka, Kirilovka, dan Republik Rakyat Donetsk, Sadok, Borozenskoye, Strasica, Shevchenkovka, dan Oskorovka di wilayah Kherson. Selain itu, rudal balistik Tochka-U berhasil ditembak jatuh di atas desa Brilevka di wilayah Kherson. Rusia melaporkan secara total 310 pesawat Ukraina dan 155 helikopter, 2.134 kendaraan udara tak berawak, serta 378 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 60.110 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-221. 9 единиц другой военной техники и свыше 400 украинских военнослужащих. По уточненным данным, в результате высокоточного ракетного удара ВКС России 29 сентября по зданию Управления Службы безопасности Украины в городе Днепропетровск уничтожено более 35 сотрудников СБУ, в том числе иностранных советников. Около 40 сотрудников Службы безопасности Украины числятся пропавшими без вести. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки нанесено поражение 51 артиллерийскому подразделению на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 178 районах. Поражены командно-наблюдательный пункт батальона 46-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Белая Креница Херсонской области, пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Архангельская Херсонской области, 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Двуречная и Кучковка Харьковской области, а также база подготовки 9-го полка Нацгвардии Украины в районе города Запорожья. Уничтожено 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Садовод Харьковской области, Калиновка Николаевской области, Залезничное, Равнополье, Общее Запорожской области, Краматорск и Вольное поле Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новая Калуга Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения зенитно-ракетного комплекса С-300. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 8 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольгинка, Новопетриковка, Кирилловка Донецкой Народной Республики, Садок, Борозенская, Старица, Шевченковка и Осокоровка Херсонской области. В районах населенных пунктов Новая Каховка, Береслав, Веселая и Брилевка Херсонской области уничтожены в воздухе 22 снаряда американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Кроме того, над населенным пунктом Брилевка Херсонской области сбита баллистическая ракета «Точка-У». Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 310 самолетов, 155 вертолетов, 2134 беспилотных летательных аппаратов, 378 зенитных ракетных комплексов, 5281 танк и другие боевые бронированные машины, 858 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3443 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6126 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.